Новости на канале АТР. Я, Христина Стейть, вас приветствую. Дальше говорим только о самом главном. И начинаем с темы захвата Крыма. 4 года назад этот день был чрезвычайно важным для противников оккупации полуострова. На 26 февраля Верховный Совет Республики назначил неочередную сессию, на которой должны были принять решение об объявлении так называемого референдума. Под зданием Верховной Рады Крыма Меджлис собрал противников оккупации. На митинг в поддержку территориальной целостности Украины пришли несколько тысяч человек, преимущественно крымские татары. Были под парламентом и сторонники присоединения Крыма к России с триколорами и георгиевскими лентами. На площади произошли столкновения. Назначенная сессия 26 февраля так и не состоялась. Этот день в истории Украины сейчас официально планируют признать Днем сопротивления Крыма российской оккупации. У нас нет сепаратистских лозунгов сегодня. Успокойтесь, пожалуйста. Все нормально. Потому что на Крым сегодня это автономная республика Крым. Она в составе Украины находится. Мы не позволим нарушать целостность Украины и заявлять от имени народов всех в Крыму какой-то банде, кучки провокаторов. И будем всегда. Они вообще не трезвые сюда пришли вообще. Вино, монобахи, баллар. В этой стороне были россияне. Мы находились с той стороны. Они явно не пришли с мирным протестом. Руки прочь от Ханского дворца. С такой надписью на плакате на одиночный пикет в Бахчисарае вышла Эльмас Акимова. И теперь ей угрожает штрафом до 30 тысяч рублей. На 28-летнюю крымскую татарку, которая не побоялась выступить против вандализма оккупантов в Ханском дворце, набросились двое – мужчина и женщина, и порвали ее плакат. На месте сразу появились и люди в форме, однако не для того, чтобы защитить участницу пикета от провокаторов. Полицейские взяли в Эльмас Акимовой объяснения и пригрозили протоколом и штрафом, если докажут, что это был несанкционированный митинг. Адвокат Эмиль Курбединов на своей странице Facebook написал о задержании активистки, однако позже стало известно, что Эльмас Акимову не арестовали. Вместе с общественными защитниками она поехала в Бахчисарайское отделение полиции подать жалобу на действия провокаторов, и там же она встретила своих обидчиков в тот момент, когда они писали против нее заявление. Наш памятник архитектуры 16 века разрушает самым скверным образом. Мы не можем молчать. И я не смогла молчать. Поэтому я приняла решение, что нужно выйти с одиночным пикетом. Это моя точка зрения, я так считаю. Рядом со мной припарковался автомобиль, из него выбежала женщина и мужчина. Набросились на меня с нецензурной лексикой, начали меня оскорблять. Сказали, что я не имею права стоять здесь с этим плакатом. Заявление на этих людей я пишу.
А тем временем маму Герая Куламетова снова вызвали на допрос. В полицейском участке Кировского района ей вручили обвинительный акт. Якобы Зарема Куламетова угрожала одному из российских силовиков во время ареста ее сына. Общественного деятеля и участника одиночных пикетов Герая Куламетова задержали 18 января после обыска в его доме в Старом Крыму. Его обвинили в якобы экстремистских публикациях в социальных сетях. И в тот же день оккупационный суд арестовал его на 10 суток. 28 января Герай Куламетов вышел из Белогорского СИЗО, но уже через несколько дней оккупационные силовики предъявили претензии к его матери. 5 февраля Зарему Куламетову впервые вызвали в полицию, и тогда женщину склоняли к тому, чтобы она оговорила себя и написала признание в обиде полицейского. Поддержать Зарему Куламетову призвала юрист Лилия Гимиджи. О сфабрикованном деле против матери общественного деятеля Герая Куламетова она рассказала на очередной ежемесячной встрече Крымской солидарности, которая состоялась в эти выходные в Симферополе. Ее участники не побоялись снова собраться после событий в Судаке в конце января. Тогда на встречу Крымской солидарности ворвались с обысками оккупационные силовики. Они фотографировали всех присутствующих и собирали у них паспортные данные, после чего оккупанты инициировали прокурорскую проверку по Украинскому культурному центру. Его представители регулярно посещают встречи Крымской солидарности. И на последнем собрании в Симферополе они рассказали, что после судакских событий оккупанты приглашали их на разговоры. А потом у центра возникли проблемы с печатью в типографии их газеты «Крымский терен». Крым станет кладбищем для оккупантов. В Стамбуле к зданию консульства России принесли черный венок. На пикет против российской оккупации Крыма вышли стамбульцы и представители крымско-татарской диаспоры с 15 городов и провинций Турции, а также из Румынии и США. Также к 4-й годовщине аннексии России Крыма посольство Украины в Турции и местная община крымских татар организовали тематическую выставку и конференцию. Из Крыма. Такой лозунг прозвучал в центре Хельсинки. Там на акцию поддержки территориальной целостности Украины вышли представители украинской диаспоры Финляндии, а также финские друзья Украины и крымско-татарского народа. Поддержать крымских татар в оккупированном Крыму призвали и в канадском Торонто. Активисты собрались в Квинс-парке возле здания Законодательной ассамблеи провинции Онтарио. В руках они держали плакаты «Крым – это Украина» и «Освободите Крым». Участники акции в Торонто также выступили в защиту ханского дворца в Бахчисарае от псевдореконструкции российских оккупантов. Актуальные вопросы оккупации, жизни во время аннексии, перспективы и сроки освобождения Крыма, а также другие насущные вопросы жизни полуострова отныне регулярно будут обсуждаться в эфире телеканала АТР. Накануне стартовал первый выпуск телешоу «Мост». Во время программы лидеры крымских татар, политологи, эксперты, народные депутаты и военные обсуждали, почему стала возможной оккупация полуострова, кто сдал Крым, могли ли крымские татары повлиять на ситуацию во время аннексии и какие выводы нужно сделать, чтобы ситуация с Крымом не могла повториться где угодно. Разве кто-то в этой студии уверен, что у него завтра в голове замкнет у Путина? Разве кто-то знает о том, что он завтра новыми войсками не пойдет со стороны Харькова или Сумы или еще с другой стороны? Я лично не уверен после того, что случилось с Крымом. И эта ситуация может повториться. И поэтому главный урок Крыма в том, что мирные люди, гражданское общество свою задачу выполнили. И когда надо было вступить уже в действие всем силовым, административным органам, они этого не смогли сделать. Участники также обсудили, как сейчас оккупационная власть пытается подкупить жителей полуострова. 2 часа телешоу пролетели как один миг на одном дыхании. Эфиры программы будут регулярными каждое воскресенье в 20:00 по киевскому времени. Так что смотрите. По этому мосту Чингар
Мой дедушка вез нашу семью в Крым и многих семей крымских татар. Именно через этот мост привезли наши деды на своих плечах. Мы должны вернуть Крым как можно быстрее, потому что мы не должны это сделать так, чтобы это делали наши дети для своих внуков. Апелляцию Ксении Собчак сегодня рассмотрит Верховный суд Российской Федерации. В своей жалобе кандидат в президенты требует отменить регистрацию на выборах своего конкурента Владимира Путина. Собчак уверена, Путин не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты, потому что уже трижды занимал эту должность. 10 дней назад первая инстанция того же Верховного суда отклонила аналогичную жалобу Собчак. Тогда суд не увидел нарушения законодательства по поводу регистрации Путина кандидатом. В Киеве презентовали фотопроект «Крымская линия огня». На выставке собрано 10 портретов украинских бойцов-добровольцев, участвовавших в АТО на востоке Украины. Это 10 фотографий и жизненных историй крымчан, которые воевали, а некоторые и сейчас воюют на Донбассе. В рамках презентации также состоялась дискуссия «4 года оккупации Крыма». О том, как изменился полуостров за эти годы и что там происходит сейчас. Автор фотографии Крис Кулаковская рассказывает, что над проектом работала 2 месяца, ездила снимать своих героев в Мариуполь, Мелитополь и Львов. В открытии выставки приняли участие лидеры крымских татар. Выставка будет работать в Крымском доме в течение месяца до конца марта. Як ми обирали героїв? Всі вони мали бути пов'язані з Кримом, або це кримські українці, народжені в Криму, або кримські татари, які повернулись в Крим після депортації на початку 90-х. Різний вік від 25 років до 62. Всі вони особливі, мають важкий бекграунд і непрості умови. В когось до сих пір живуть діти там з дружинами, в когось лишились батьки, тому їм не зовсім безпечно приймати участь і бути публічними. 5 девушек из Крыма выступили в эти выходные на Восточном региональном конкурсе детского творчества «Яркие дети Украины». Мероприятие провели в Краматорске, Донецкой области. Кроме крымцев, в нем участвовали дети с Донецкой и Луганской областей. Собственно, это был полуфинал и одновременно гала-концерт, где пели 30 звезд в возрасте от 6 до 15 лет. Медине Курциитова – самая младшая среди 5 смелых девочек, которые презентовали культуру крымско-татарского народа на Восточном региональном конкурсе детского творчества «Яркие дети Украины». Она и ее подруги провели в пути более 12 часов, чтобы продемонстрировать свое мастерство зрителям в зоне АТО. Медине рассказывает, во всем старается брать пример с известной землячки, победительницы Евровидения Джамалы. И песня, которую девочка спела на конкурсе, принесла ей первое место. Я пела крымско-татарскую народную песню «Восторгай». Это песня про жаворонка. Ему сыпали зерном, а он не хотел кушать. Мне как начали хлопать, я сразу уже расслабилась. Мне не было даже страшно. Выступление состояло из визитки, где конкурсантки рассказывали о себе, о своей малой родине, а также пели песню, которую выбирали из списка хитов. Амина Мамедова, исполняя хит «Rolling in the Deep», пленила сердца сурового жюри и завоевала гран-при. Победа Амины была убедительной и безусловной. Всю свою жизнь девочка планирует связать с музыкой и мечтает получить соответствующее образование в Киеве. Я стояла за кулисами, я немножко было волнение, когда я вышла на сцену, я поняла, что сцена сейчас моя, и в этот момент мне нужно выложиться на все 100%, что больше такого шанса не будет. Руководители и наставники девочек рассказывают, чтобы подготовиться к конкурсу надлежащим образом, было очень мало времени. Многое из того, что делали участницы, оказалось для них новым и незнакомым. Очень много участвуем в конкурсах, но в основном в Крыму. На Украину мы почти не выезжаем. Мы за 2 недели выучивали английские тексты, и это было сложно для детей и для педагогов, чтобы не перетрудить детское горлышко.
Вот. Но, несмотря на это, дети справились. Я считаю, что они очень удачно выступили. Амина Мамедова выиграла гран-при конкурса. Первое место заняла Медине Курциитова. Второе место и специальный приз от певицы Иларии достались Эмилии Курциитовой. На третьем месте оказалась Эмине Адылгазиева. А специальный приз от жюри получила Эдие Ахтемова. Дети очень любят петь, и для них как бы открывать новые горизонты и новые масштабы. Это было бы очень интересно поучиться у других детей, посмотреть вообще, что творится в мире, так сказать. Поэтому мы загорелись, подготовили репертуар в краткие сроки буквально. Причем дети никогда не пели на английском, но они у нас запели. Организаторы конкурса отмечают, что объединить Крым, Донецкую и Луганскую области на одной сцене для них было принципиальным решением. Наш край сегодня, он стремится к миру, стремится к развитию. Сегодня на нашей сцене будет выступать гордость нашей нации. Победители конкурса продолжат борьбу в финале, который пройдет в Киеве во Дворце культуры Украина. Динара Алиева, Заман, АТР. Они с цветами и стихами к украинской поэтессе. Накануне с десяток жителей Ялты отметили день рождения выдающейся украинской поэтессы Леси Украинки. Об этом сообщает Крым Реалии. 25 февраля люди принесли к памятнику цветы и прочитали ее известные стихи. Как говорят участники события, такие встречи дают возможность крымским украинцам сохранять и проявлять свою идентичность. Леся Украинка прожила в Крыму 3 года своей жизни и посвятила этому краю несколько циклов стихов. Я всю ніч вчила на пам'ять. Пробачте, якщо я ж десь спіткнуся. Але я так хочу прочитати саме цей вірш. Невже оцей гір, золота верховина, для тебе сумна, мов тюремна стіна? Замовкнеш ти, пісне, моя лебедина, бо хутко порветься остання струна. Это пока что все новости, которые наша команда подготовила к этому часу. Больше новостей и событий в развитии уже в следующих выпусках. Оставайтесь с АТР.